Бойцы общественного формирования «Аскер» совместно с пограничниками будут контролировать административную границу с Крымом. Сегодня на контрольно-пропускном пункте Чонгар прошли практические занятия общественных активистов. Бойцы ознакомились с правилами работы на границе. Подробнее смотрите в сюжете Гульсум Халиловой. Розкажу вам про внесення служби на вартового шламбаума прикордонного ряду. Потім розкажемо порядку огляду транспортних засобів в зоні митного контроля. Эвелина переехала на материк через год после аннексии Крыма. С первых дней участвует в гражданской блокаде. Теперь вместе с пограничниками будет контролировать административную границу с полуостровом в составе формирования «Аскер». Силами активистов гражданской блокады было создано громадское формирование, которое будет помогать таможенникам и пограничникам контролировать КПВВ Чонгар, Чаплынка, Каланчак. Вот у нас были до этого теоретические занятия, теперь у нас сегодня практические занятия. То есть мы уже на деле на КПВВ уже видим, что происходит и как себя вести в данных ситуациях. А наши активисты будут находиться в данном вагончике, покрашенном в желто-блакитный цвет, так как это и нормы КПВВ, ну и мы, так как мы патриоты Украины. На контрольно-пропускном пункте Чонгар бойцов ознакомили с правилами работы на границе, объяснили им права и обязанности на практике. Основной задачей формирования является наблюдение и выявление нарушений. Практично показали повністю, як будуть члени громадського формування виконувати свої завдання по охороні адміністративної межі. По даному громадському формуванню заходи вже майже закінчуються. Зараз завершуються заходи перевірки списків даного громадського формування. Після того, як списки будуть перевірені, під керівництвом підрозділу охорони кордону відділу Чонгар буде прийнято заліків даного членів громадського формування. По прийняттю цих заліків будуть видані відповідні довідки, що дані члени громадського формування пройшли підготовку, успішно здали заліки і допущені до несення служби в спільних прикордонних нарядах з представниками Державної прикордонної служби. Гражданские активисты в течение 4 месяцев участвовали в блокаде Крыма на пропускных пунктах Чонгар, Каланчак и Чаплынка. Теперь же будут следить за соблюдением постановления Кабинета министров, которое ограничивает поставки продовольствия в аннексированный полуостров. Это первый шаг, опять-таки, становления Украины гражданскому обществу. То есть это мы показали пример, как общественное объединение будет контролировать таможенные і пограничні служби. Я маю певну громадську позицію і підтримую кримських татар, тому що Крим – це Україна, і ми маємо бути разом, і має бути у нас перемога, і ми маємо йти до цього, і до цих цілей, і дуже велика перемога вже є на цьому шляху, і ми маємо довести все до кінця. Водители, проезжающие границу, надеются, наблюдатели ускорят процесс пересечения границы и помогут выявлять правонарушителей. Главное, чтобы был порядок в любой стране, в любом городе, как говорится, тем более таможня, чтобы не было терактов, чтобы не было вот этого всего. Это положено так, это я приветствую. Давайте поживем, увидим. Если они себя зарекомендуют с лучшей стороны, значит, будем приветствовать через какое-то время их. Правильно? Пройдет промежуток времени, мы увидим, узнаем, как они работают. Отношусь, как говорится, очень нейтрально к этому всему. Вот. Если это происходит, значит, это кому-то надо. Ну, если сверх не решили, значит, правильно. Мы-то ничего не решаем же. Решает, а выше надо. Значит, правильно решили, значит, так нужно было. Практические занятия на КПВВ продолжатся несколько дней. С 15 февраля бойцы «Аскер» уже будут стоять на границе. Гульсум Халилова, Асан Аминов, Заман, АТР.